В эфире новости, в студии Эльнура Бекбасарова. Здравствуйте. Защитить бизнес от криминальных структур потребовал сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Джанар Акаев. Парламентарий раскритиковал правительство за усиление криминалитета в стране и неспособность органов внутренних дел вести борьбу с ними. По его словам, за полгода из Кыргызстана вывели 247 миллионов долларов. Предпринимателям приходится уезжать за рубеж, так как здесь, в Кыргызстане, они не чувствуют себя защищенными. ОПГ ежемесячно собирают дань со всех бизнесменов, начиная от 100 и заканчивая более крупными кафе и рынками, заметил Джанар Акаев. Тогда как президент ездит за рубеж и лично приглашает инвесторов в Кыргызстан. Правительство тем временем уже не в силах защищать бизнес. Депутат напомнил об убийстве бизнесмена Хуфура Абдрахимана и призвал МВД начать борьбу с криминалом. Криминал менен күрөшүүдө өзүнүн алсыздыгын кылып атат. В Кыргызстане криминал набирает обороты. Деньги выводят не только большие компании, но и средний бизнес. За полгода из страны вывели 247 миллионов долларов. Хорошо, скажем, для больших реформ денег в бюджете нет. Но разве для борьбы с криминалом, чтобы сажать криминальных авторитетов и членов ОПГ, тоже нужны деньги? Для этого нужна политическая воля, а ее нет. Это саботаж против президента. На Иссыкуле кафе «Осьминог» сожгли, а владельцу угрожали за нежелание платить криминалу. Что стало с этим парнем? Ему пришлось уехать из Кыргызстана. О какой борьбе с криминалом можно говорить? Такое отношение никуда не годится. Защитите бизнес. Бизнес уже не знает, к кому обращаться. Ему остается уходить за рубеж. По факту изнасилования девушки 19 лет в Аламединском районе проводится досудебное производство. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области. Установлено, что с заявлением правоохранительные органы обратилась сама пострадавшая. Она просила принять меры в отношении мужа своей сестры, который в мае этого года изнасиловал ее в первый раз, после чего насиловал ее на протяжении нескольких месяцев. Как сообщили в ГУВД, данный факт был зарегистрирован по признакам преступления, предусмотренного статьей изнасилования. В ходе досудебного производства сотрудниками милиции были допрошены все лица, проживающие в доме, в том числе мужчина, указанный в заявлении. По факту назначены судебно-медицинские экспертизы. В Министерстве здравоохранения создана комиссия для проведения расследования по обвинению врачей городского перинатального центра в рождении мертвого ребенка. Сообщается, что с жалобой в ведомство обратилась мать пострадавшей. По словам женщины, ее дочь привезли в 4-й родильный дом с кровотечением. Сердце плода тогда прослушивалось. Но врачи не оказали помощь беременной, и в результате ребенок родился мертвым. После медики якобы заявили ей, что он был недоношенным и с самого начала был обречен. Тогда, как сообщает мать пострадавшей, по результатам вскрытия патологоанатом подтвердила, что шла 36-я неделя беременности. Также сообщила заявительница, в роддоме проходит служебное расследование. Но женщина опасается, что виноватой сделают только медсестру. Досудебное производство завершено, и материалы по факту незаконной продажи горюче-смазочных материалов переданы в суд. Об этом сообщили в ГСБЭП. Отметим, точка стихийной и незаконной торговли была обнаружена на территории Бишкека в жилмассиве Акыргы. Там продавали бензин АИ-92 и дизельное топливо. В ходе осмотра обнаружили около 2 тонн бензина без разрешительных документов. Материалы переданы в Ленинский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу. Между тем сообщается, что в Кыргызстане введен временный запрет на ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов. Мораторий направлен на сокращение теневой экономики и ввоза ГСМ в республику без соответствующего учета и оформления. Как сообщает пресс-служба Кабмина, в последнее время в страну завозят нефтепродукты, документально оформленные как товарные позиции, которые после реализуются на 15-20% дешевле. В результате с этих контрабандных товаров не уплачивается акцизный налог. За прошлый год, по официальным данным, было выявлено 73 факта контрабанды. Объем задержанных ГСМ составил 146 530 литров на сумму более 5 миллионов сомов. Доля теневого оборота за 10 месяцев 2018 года составила 25,2% или более 12 миллионов сомов из всего объема ввозимых ГСМ. А с января по июнь текущего года было ввезено 5777 тонн нефтепродуктов без соответствующих документов. Отечественную продукцию страны ЕС возвращают из-за проблем с маркировкой и сертификатами. По информации сотрудников Министерства экономики, продукция должна соответствовать требованиям 3 технических регламентов – безопасности пищевой продукции, в части маркировки и безопасности упаковки.
У предпринимателя должны быть не только документы соответствия, ветеринарные и фитосанитарные сертификаты, но и контракт на поставку продукции, счет-фактура, сертификат происхождения, товарно-транспортная накладная и другие документы. При даже незначительной ошибке это уже будет считаться нарушением. В стране 33 испытательные лаборатории, которые включены в реестр ЕАЭС, где можно получить сертификат соответствия. Но не все пользуются их услугами. В итоге некоторую продукцию Кыргызстана страны ЕАЭС возвращают обратно. И на этом пока все. Журналисты телекомпании НТС продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.